В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». Я ее ведущая Елена Лолуа. Здравствуйте. По статистике Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, за 2015 год в республике произошло более 1000 пожаров и возгораний, в результате которых есть погибшие. Количество пожаров ежегодно растет. Специалисты МЧС говорят о необходимости увеличения штрафных санкций за нарушение пожарной безопасности. Об этом и о том, как повысить ответственность граждан за несоблюдение правил противопожарной безопасности, мы поговорим с гостем студии. А пока давайте вспомним, что важного произошло на уходящей неделе. Эрик Хаджба с обзором. Президент Рауль Хаджимба сделал заявление по поводу возможности продажи недвижимости иностранным гражданам. Законодательство Абхазии запрещает продажу жилья иностранным гражданам, и эту норму никто не отменял, подчеркивается в заявлении. Поэтому непонятна постановка вопроса о моратории на продажу жилья иностранным гражданам, так как нет законодательства, снимающего этот запрет. Руководство Абхазии неукоснительно придерживается действующих законов и считает неприемлемыми попытки шантажа и политических спекуляций, которые в последнее время предпринимаются. Он заверил граждан в том, что никаких скоропалительных, непродуманных и тем более скрытых от общества решений приниматься не будет. Члены правительства на очередном заседании 19 апреля приняли кадровые решения, а также одобрили целевую программу, предусматривающую финансовую помощь молодым ученым. Утвердили план мероприятий по подготовке к летним курортным сезонам до 2020 года и перевели несколько участков сельскохозяйственных земель в категорию земель рекреационного назначения и населенных пунктов. На состоявшемся 35-м раунде международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье грузинская сторона передала абхазским дипломатам пакет оцифрованных архивных документов, в частности, 24 гигабайта цифровых копий материалов по Абхазии, включая кинохронику и техническую документацию Сухума, Нового Афона и Гагры. Министр иностранных дел Вячеслав Чирикба отметил, что в рамках женевских дискуссий уже давно ведется работа по вопросам, связанным с возвращением архивных документов. По словам Чирикба, Абхазия еще в 2013 году впервые получила от грузинских участников дискуссий диск с отсканированными документами конца 19-го, начала 20 века. 14 апреля в МИД Абхазии состоялась передача архивных материалов представителям госучреждений. Молодой абхазский режиссер Наург Армелия представил свой фильм «Мост» сухумским зрителям. Премьера прошла в Русском театре драмы при полном аншлаге. Главные роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры. Съемки картины проходили в Восточной Абхазии. Сюжет картины о 10-летнем мальчике и его отце, о том, как им приходится выживать в сложное послевоенное время. Работа студента Санкт-Петербургского университета кино и телевидения Наурга Армелия была отмечена на фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Сохранению храма раннего средневековья Симона Канонита в Новом Афоне было посвящено совещание, которое провел президент с руководителями Министерства культуры, представителями Государственного управления по строительству и архитектуре, учеными-археологами. Как отметил Рауль Хаджима, древний храм находится в плачевном состоянии, и ситуация требует скорейшего вмешательства. В 2011 году вокруг храма проводились работы по отводу сточных вод и закреплению фундамента здания. В 2012 году проводилось обследование фундамента древнего храма, в результате чего был скрыт пол. Глава государства поставил задачу в ближайшее время подготовить техническое задание для проектировщиков и предоставить свои предложения по ремонтно-восстановительным работам. Государство профинансирует ремонтно-восстановительные работы и другого объекта Дома-музея Баграта Шинкуба в его родовом селе Члоу. Об этом шла речь на встрече президента Рауля Хаджимба с сыном известного абхазского писателя Баграта Шинкуба Бинура Шинкуба. Глава государства отметил, что данный объект должен быть включен в туристические маршруты и путеводители. Абхазские экологи приняли участие в международном семинаре экспертов по борьбе с самшитовой огневкой, проходившем 13-14 апреля в Чехии. Во встрече участвовали представители ряда европейских стран, для которых эта проблема наиболее актуальна. На семинаре обсуждали способы борьбы с вредителем, а также подводились итоги уже проделанной работы. Как рассказал Савелий Чтана, в Абхазии было выделено 50 экземпляров феромонных ловушек, специальных приспособлений для приманки огневки, которые будут доставлены в республику в течение 10 дней. Опыт экологов из Абхазии в борьбе с огневкой европейские эксперты назвали одним из эффективных. А на заседании сессии Народного собрания в четверг депутаты сняли с производства законопроекты, касающиеся продажи жилья иностранным гражданам, и приняли постановление о регулировании оборота жилья. В постановлении, в частности, сделаны поручения Кабинету министров завершить работы по территориальному планированию республики, ускорить создание государственного земельного кадастра, провести инвентаризацию
модернизацию жилищного фонда. Парламенту дано поручение создать рабочую группу по разработке жилищного кодекса, ускорить рассмотрение принятого в первом чтении градостроительного и строительного кодекса, а также рекомендовано не принимать к производству проекты законов, направленных на регулирование оборота жилых помещений в Абхазии до выполнения всех пунктов постановления. Министр сельского хозяйства Абхазии Тимур Ишба проинспектировал чайные плантации в 3 селах Ачимчирского района. Государство уже профинансировало Кутолскую чайную фабрику, на которой с начала года восстановлено 90 гектаров плантаций. Проведена тяжелая и полутяжелая подрезка чая. В течение 2 лет по Ачимчирскому району планируется увеличить площадь чайных плантаций до 500 гектаров. Всего в Абхазии сегодня 323 гектара функционирующих чайных плантаций. Но уже в следующем году эта цифра должна быть увеличена до 600. В течение 3 лет планируется ввести в оборот до 1500 гектаров, что позволит собирать около 9000 тонн зеленого листа и даст более 2000 тонн готовой продукции. 22 апреля в Сухуми начала свою работу 2-дневная международная научно-практическая конференция «Культурное многообразие памятников архитектуры Абхазии и влияние на них внешних факторов». Конференция стала первым мероприятием культурного сезона «Россия-Абхазия-2016». Вопросы сохранения памятников вынесены на высший государственный уровень, сказал в приветственном слове президент Рауль Хаджимба. 29 декабря 2015 года принят государственный список объектов историко-культурного наследия Абхазии. Количество объектов будет увеличиваться. Сегодня в Абхазии более 1500 памятников культуры, подлежащих госохране. Впервые группа паломников из Абхазии вылетела в Москву и уже оттуда отправилась в Израиль. Цель поездки – привезти на родину благодатный огонь со Святой Земли и в день Пасхи зажечь его во всех храмах страны. В Абхазском государственном университете 21 апреля отметили День андекского флага. Мероприятие было организовано студентами филологического факультета, репатриантами из Сирии и Турции. Также помощь в его проведении оказала общественная организация «Адыга-Хасы» в Абхазии. В пятницу инициативная группа по проведению референдума передала в Центральную избирательную комиссию подписные листы с 19 314 подписями. ЦИК в течение 30 дней будет проверять достоверность подписных листов. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. А сейчас поговорим о пожарной безопасности в республике. Гость нашей студии сегодня – первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян. Здравствуйте, Тигран Андроникович. Здравствуйте. У МЧС большой объем работы. Вы занимаетесь и тушением пожаров, и разминированием, и спасением людей на море и в горах, и устранением чрезвычайных ситуаций, вызванных последствиями наводнений, оползней. Но мне в рамках этого эфира хотелось бы поговорить о противопожарной ситуации в республике. Тем более, что совсем недавно пожарники Абхазии отметили свой профессиональный праздник. И мы, к сожалению, о них вспоминаем только в экстренных ситуациях. Судя по статистике МЧС, количество пожаров в республике увеличивается из года в год. С чем это связано? Пожарная охрана призвана выполнять возложенные на нее функции по организации системы противопожарной защиты объектов государственной и частной собственности, имущества граждан и тому подобное. Если говорить о пожарах послевоенного периода, то произошло более 13 тысяч пожаров в республике. Погибло 195 человек на пожарах, и материальный ущерб ориентировочно составляет более 300 миллионов. Это такая общая статистика, да. Чем вызваны эти пожары в основном пожары носят разного характера. Причинами являются, в том числе, это нарушение правил пожарной безопасности, это нарушение эксплуатации и установок электроприборов, электроустановок, детская шалость. То есть вот такого характера причины. За первый квартал 2016 года произошло 339 пожаров и загораний. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года произошло увеличение на 40%. Это много? Это много, да. Но в основном увеличилось количество пожаров, связанных с загоранием лесов, кустарников, полей,
мусоросвалок и тому подобное. И погибло 2 человека за этот период. Какие технические возможности есть у пожарного отряда для работы в горной местности? Если говорить о пожарах лесокустарников, лесов, то у нас в основном горит нижняя подстилка леса. То есть как таковых верховых пожаров у нас не было. И в основном вот перед весенним периодом, когда еще зелень, так скажем, озеленения еще нету, значит, сухие кустарники и сухая трава. И еще такое происходит в конце лета, когда уже засушливый период, горят тоже вот эти вот сухие кустарники и поля. Что касается ликвидации этих пожаров, у нас достаточно средств для ликвидации. Есть техника автомобильная высокой проходимости. Мы справляемся с этой работой, защищаем населенные пункты. Но что касается труднодоступных мест, мы используем группы пешие. К сожалению, было бы целесообразнее и эффективнее использовать авиацию в данном случае. Которой нет, да, которой у нас нету, но у нас ведутся переговоры с МЧС Российской Федерации об использовании авиации в случае необходимости на нашей территории. Давайте сейчас поговорим о соблюдении техники безопасности, пожарной безопасности на курортных объектах. Скажите, проверяете ли вы эти курортные объекты? В каком они состоянии? Да? Делаете ли вы им предписания? Выписываете ли штрафы? Как руководители этих объектов реагируют на ваши предписания и рекомендации? Что касается объектов курортной сферы, то у нас зарегистрировано более 200 таких объектов. Каждый из этих объектов в год раз подвергается детальному пожарно-техническому обследованию, в результате которого составляется предписание с указанием нарушений правил пожарной безопасности и вручается руководителям этих объектов. В процессе проведения контрольных проверок выявляются выполненные или невыполненные мероприятия. Но зачастую большинство мероприятий не выполняется по объективным или субъективным причинам. Какие меры воздействия есть у государства на нарушителей? Статьей 177 Кодекса об административных правонарушениях предусматривается наложение административного взыскания в виде штрафа на граждан до 5 минимальных размеров оплаты труда, на граждан, на должностных лиц до 10 минимальных размеров оплаты труда. Соответственно, на граждан это до 300 рублей, на должностных лиц до 600 рублей. Мы понимаем, что это не те штрафы, при которых нарушитель пойдет и устранит все недочеты. Да? Ставит ли ваше министерство перед законодателем вопрос об увеличении штрафных санкций, об увеличении размеров штрафов? Да, нами представлен проект внесения изменений, в частности, в этот закон, и он находится уже на рассмотрении в Кабинете министров и с учетом увеличения. Насколько нужно поднять штрафные санкции, чтобы они действовали на нарушителей? Предлагаем поднять 10 раз. Все мы помним пожар на Сухумском рынке, да? Все мы помним, как пожарные расчеты не могли пробиться к очагу возгорания, потому что рынок очень застроен. Периодически на рынке возникают пожары из-за нарушения пожарной безопасности. Какая ситуация сейчас там и вообще какая ситуация на остальных рынках республики? Нами уделяется особое внимание местам массового скопления людей, в том числе и рынки тоже. Соответственно, и там проводятся пожарно-технические обследования, вручаются предписания. Конечно, не во всех случаях выполняется это все, но ситуация такая же, какая она и была. Ничего не изменилось? Да, ничего не изменилось. В некоторых моментах даже ухудшилось, можно так сказать. Ну,
Для нас самое главное, чтобы в местах массового скопления людей проходы и проезды были свободными, чтобы пожарной технике без ограничения можно было дойти до необходимого места. И особо важно для нас, чтобы эти объекты были обеспечены противопожарным водоснабжением. Зачастую происходит так, что отсутствуют гидранты, или они есть, воды нету, и нам ликвидировать пожары приходится путем подвоза воды. А это отрицательно влияет на оперативность. Понятно, что при пожаре счет идет на минуты, и да, когда рядом нет бассейна, резервуара с водой, возникают проблемы. Да, это было на практике. Как вы вообще с этим боретесь? Если взять город Сухум, мы обратились к администрации, коммунальной службе. Они планируют, и зачастую это выполняется, при ремонте или же проведении новых линий водопровода, они предусматривают и устанавливают гидранты. При строительстве новых объектов, в том числе и курортных, должны ли руководители этих объектов представлять проект застройки Министерству по чрезвычайным ситуациям на предмет того, как они соблюдают нормы пожарной безопасности, учитывают? Прежде чем построить объект, если говорить по закону, надо представить проект объекта и соответствующие органы, архитектуру или, я не знаю, лицензирующий орган, соответственно, согласовать и с государственным пожарным надзором тоже. Но это происходит не всегда. Никаких мер воздействия тоже у министерства нету? Недавно, как вы знаете, вопрос пожарной безопасности был поставлен на Совет Безопасности, где президентом были даны четкие указания всем заинтересованным структурам по устранению вот этих причин, о чем мы с вами сегодня говорим. И на сегодняшний день уже какие-то продвижки в этом направлении есть. Какая ситуация у пожарников с техникой? Достаточно ли техники, достаточно ли людских ресурсов? Вообще в подразделениях нашего министерства до 100 человек, около 90-100 человек в сутки заступает на дежурство и около 20 единиц боевой техники. На сегодняшний день, в 2013 году, по комплексному плану содействия МЧС Абхазии со стороны МЧС России, мы получили колоссальное количество техники, именно пожарные автоцистерны, лестницы, пожарно-техническое вооружение. На сегодняшний день его достаточно для того, чтобы выполнить задачи, которые возникают в плане тушения, ликвидации пожаров. Эта техника распределена и по районам, соответственно? По всем районам республики, да. Работу государственного пожарного надзора регламентирует положение о государственном пожарном надзоре в СССР, принятое в 80-х годах. Соответственно, на сегодняшний день этот документ уже устарел. Он не утратил силу, но он устарел на сегодняшний день. И поэтому создалась необходимость вообще о принятии закона о пожарной безопасности. Так как сейчас у нас еще Министерство по чрезвычайным ситуациям не только включает в себя пожарную безопасность, поэтому мы разработали проект закона о гражданской защите, который включает в себя и пожарную безопасность, и защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций, и гражданскую оборону, и об аварийно-спасательных подразделениях. И представили этот проект на
рассмотрения, согласования с заинтересованными министерствами, ведомствами, с кабинетом министров. Этот закон, он просто необходим нам сегодня, потому что если нет основного закона, то очень трудно разрабатывать какие-то подзаконные акты, нормативы, правила, в чем мы сегодня нуждаемся. Есть в этом большая необходимость. Ждем, пока нам примут этот закон, чтобы нам было более легче работать в дальнейшем в этих направлениях. Хотелось бы пожелать людям такой мужественной профессии, огнеборцам, удачи. Спасибо, что пришли в студию и ответили на вопросы. Спасибо. До свидания. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии был первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян. Мы продолжаем выпуск. Темпы строительных работ неудовлетворительные. Такой вердикт вынес премьер-министр Артур Миквабе после проверки хода ремонтных работ некоторых объектов, включенных в российский комплексный план содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Причины задержки работ не ясны, и правительство будет жестко реагировать на каждый случай невыполнения поставленной задачи, заявил глава Кабинета министров. Подробности инспекционной поездки Артура Миквабе в нашем следующем сюжете. Работы по реконструкции дорожного полотна на этом отрезке были начаты 1,5 месяца назад. За это время Артур Миквабе приезжал сюда не единожды и каждый раз оставался увиденным недоволен. Чаще всего замечания были к качеству проводимых работ. Нынешняя внезапная проверка должна была показать, как проходят работы на объектах и проводятся ли вообще. Глава правительства убедился, работы не проводятся. Как выяснилось, причина остановки – поломка техники. Укладкой асфальта дорожного полотна в направлении Сухума-Чемчира занимается госкомпания «Абхазавтодор». Срок окончания работ – осень текущего года. По какой-то причине сейчас вышел из строя какой-то механизм, и они остановили работу. Это не причина, это плохая работа. Следующий объект, студенческое общежитие АГУ, встретила премьер-министра настежь распахнутыми дверями. Все попытки найти хоть одну живую душу в здании не увенчались успехом. Подряд на проведение реконструкции здания принадлежит фирме «Сухумстройсервис». На объект уже выделено 28 миллионов рублей. Сдать общежитие строители планируют в середине 2017 года. Я хотел убедиться в том, что здесь уже работы развернуты в полном масштабе. Не развернуты. Все, кто к этой компании имеют отношение, руководители, конечно, мы с них спросим. Так нельзя работать. Я не вижу, чтобы работа была. На самом деле ссылка на субботу – это неправильно. Должны быть скользящие графики, чтобы работали люди. И объект должен быть сдан в этом году. И в этом году не в декабре месяце надо его сдавать, хоть они сейчас мне про графики будут рассказывать, но в декабре месяце его сдать будет невозможно. Комплекс зданий Абхазского госуниверситета ремонтируют уже несколько лет. Сначала один корпус, затем другой. На сегодняшний день основные работы проводятся в одном из учебных корпусов и читальном зале библиотеки. Компания «Интро» реконструкцией зданий АГУ занимается с самого начала. В данный момент на объекте работает порядка 20 рабочих. Их число увеличится еще на 15 в конце мая и составит около 100 человек. Вам просто 20 сейчас по технологии больше. А нам больше технологически не нужно, потому что 2 бригады выставляют маяки для пола. Мы заказываем на следующей неделе миксера и начинаем поэтажно заливать полы. Реконструкцию объекта начали в 2015 году, однако из-за прерывания финансирования все работы были заморожены. К ним приступили в этом году лишь 2 недели назад. В этом здании мы по проекту провели усилительные работы. Фактически внутри объема здания построили еще одно здание. Пространственные рамы создали, игеля, усилили и фасад, и внутреннюю часть здания, начиная с подвала. Сейчас перешли к отделочным работам. Стройматериалы закупаются непосредственно на заводе-производителе. Так, объясняют руководители подрядной организации, дешевле и качественнее, хоть и дольше по времени. У перекупщиков цена завышена, из-за чего нет возможности уложиться в смету. Строители обещают сдать этот объект в конце года, однако премьер-министр ставит новые сроки – ноябрь и не днем позже. Если премьер-министр сказал, будем стараться. Если будет регулярное финансирование, то да, к концу года мы уложимся.
Среди этой разрухи трудно узнать читальный зал библиотеки, который многие годы выглядел, мягко говоря, ужасно. Уже неделю здесь полным ходом идет ремонт. Отбиты стены, выносится мусор. Подряд на проведение работ принадлежит компании «Столица стройсервис», гендиректор Астамур Чанба. По имеющейся документации читальный зал библиотеки будет сдан в конце года. Однако заказчик работ, Управление капитального строительства, просит строителей ускорить темпы и сдать объект к началу нового учебного года. Нисфа Аршба, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что смотрели нас. До свидания.